Анализируя прошедшее деловое мероприятие, генеральный директор Института Евразес Владимир Лепехин обозначил ряд важных факторов взаимодействия России и Абхазии. По мнению эксперта, форум стал основой для разработки концепции механизмов привлечения инвестиций со стороны иностранных государств в том числе и реализации совместных бизнес-проектов. Участники форума имели возможность открыто проговорить все вопросы. Деловой климат в Абхазии определяется прочной нормативно-правовой базой и минимизацией рисков для потенциальных инвесторов, говорит Владимир Лепехин. Одной из основных проблем, мешающих развитию притока инвестиций в нашу страну, эксперты называли безопасность и открытость работы бизнеса и госструктур Абхазии. Прозвучало вот такое мнение, что ключевым фактором, который сейчас препятствует входу в Абхазию инвесторов, это безопасность. То есть как бы нет информации, нет гарантий того, что бизнес, который войдет в республику, да, он будет поддержан государством, он будет стабилен и так далее. Ну, потому что нет нормативной базы соответствующей, не работает судебная система в том смысле, чтобы смогла профессионально решать какие-то проблемы, которые возникают вот у того бизнеса, который входит в республику. И вот именно в этом плане звучал ряд предложений. По словам Лепехина, в этом вопросе Южная Осетия оказалась более мобильной. За короткий срок югоосетины сумели определиться со своими возможностями и ресурсами и сформировать благоприятный деловой климат в стране. Председатель Российско-Абхазского делового совета Андрей Сергеев обратил внимание на то, что 7-й форум несет в себе практические результаты. В рамках данного мероприятия мы перешли от рекомендательной формы к чисто деловой, отметил Сергеев. По мнению эксперта, подписанные соглашения дают возможность крупным российским компаниям войти на абхазский рынок. Было подписано 2 очень важных соглашения, причем с крупными бизнес-структурами, одна из которых группа компаний «Славянский мир», которая занимается строительством, производством, продажей строительных и отделочных материалов. Это крупнейшая компания, которая существует в этом сегменте бизнеса. И вторая очень важная составляющая – это соглашение с ЭТМ Групп, которая занимается утилизацией отходов по самым современным и высоким стандартам. Развивать туризм без строительства очень сложно. А, соответственно, там, где туризм, там появляется и проблема отходов, и содержание территории, и все связанные, сопряженные с этим вещи. Участники форума сошлись во мнении, что основной сегмент развития экономики, помимо крупного бизнеса, составляет малый и средний. И форум доказал, что Абхазия осознала этот фактор и сделала определенные выводы. Абхазия – крупная площадка с большим плацдармом развития туристической отрасли. Но это несет в себе определенные проблемы, говорят специалисты. Тут важно определить механизм привлечения средств. По мнению экспертов, это сделать стало намного проще. В первую очередь необходимо четко определить план и прописать гарантии инвестора. Торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц среди прочих обсуждаемых на форуме проектов отметил важность создания торгового дома Абхазии в Москве. Работа над проектом длится порядка 2 месяцев. Это даст возможность абхазским предпринимателям реализовать свою продукцию на территории соседнего государства без рисков. Торговый дом станет площадкой для хранения, транспортировки и сбыта продукции, уверен Олег Барцыц. Задача стоит одна – консолидировать эту продукцию, консолидировать ее в одном месте и использовать вот это место как такую площадку для распространения всего спектра продукции. Это не только сельскохозяйственная продукция будет. Если мы сможем предложить еще что-то российскому покупателю, российскому потребителю, значит, она обязательно будет представлена в этом торговом доме. Подводя итоги форума, эксперты и модераторы мероприятия отметили его значимость и важность, а также взаимный интерес России и Абхазии в деле расширения сотрудничества. Сима Аргун, Беслан Джанджулия, Саида Гухава, Абхазское телевидение.